5 часов утра. Ну, я встал в 4:30. На улице, ребят, плюс 4 градуса. Я уже варю кашу. Готовлюсь к выходу в тайгу. Каша на молоке, как всегда. Чай, вижу, уже закипел. Ну да, ну там чуть больше половины чайника хватит. Сейчас еще кашу сварю и будем завтракать. Вчера каши не было. Вчера у меня рис в сковороде, как видели, был. Сегодня 16 октября. 16 октября уже. Ровно 8 дней, наверное, если не ошибаюсь. Здесь я уже нахожусь 8 дней. Чуть больше недели. Ну, сейчас потихоньку погода будет меня пугать. Поверьте, рано или поздно начнутся заморозки. В числах от 20 до 25 вот в эти дни первые такие вот переменчивые погода, когда надо уже смотреть в небо. Я один раз попадал в этот капкан, когда еле выбрался с этой реки, но в этом году река большая становится, сейчас как бы вода идет, и по большой воде резко лед не встанет. Течение большое, и как бы успеешь ты собраться и выехать, поехать домой. Но максимум будем здесь по максимуму, что возможно. Еще поживем. Еще хочется. Хоть пару дней там, не 5. А потом посмотрим. Сегодня пойду на охоту с собакой. Охота будет сегодня на глухаря. Погода вроде нормально так. По сосновому лесу будем ходить. Будем надеяться, что охота будет удачной. По сосновому лесу, возле болот. Также трасса, наверное, будет попадать. Вырубка. Все это я буду вам снимать, ребят. Ну вот, расцветает, ребят. Но, к сожалению, затянуло все. Там еще небольшой просвет есть. Хотя такое небо и всю ночь было в звездах. Опять тучи. Плащ придется взять. Ну, сразу одену плащ. Кто его знает. Эту погоду может опять целый день будет идти дождь. Но нас это не остановит. Я решил уже сходить, значит, сходим. Самое главное, вот сейчас вот слышно, ну, как наоборот, ничего не слышно, как это все капает. Льется, вот вчера как лилось, с деревьев все шло, вот эта вода. Сегодня вот эта тишина. 1-2 капельки только слышу, и все. Основное все расшатало. Ну, скажем, 30% воды на деревья только осталось, 70% все ушло. Ну и ветер, между прочим, поменялся. Тучи гонит с запада. Западный ветер — это холодный ветер. Да, прямо оттуда идет. А дым юго-запад. Так что посмотрим, какой день будет, ребят. Сейчас соберемся и в путь. Не буду ждать даже рассвета. Мы уже в пути. Будем бродить целый день. Вроде как погода устаканилась на сегодня. Сейчас немножко хоть чуть-чуть рассвело. И дождь перестал. Ну, в общем, дождя нету. Сейчас это место закончится. Также по сырым местам пойдем и по сосновому бору. Посмотрим, что сегодня
Выйдем. Так, ориентир бы не потерять. Самое главное, ребят, нету ветра. Нету ветра и, в общем, штиль такой. Блин, я уже забыл, что такое штиль. Потому что сейчас ветра постоянно и дожди. Но плащ не помешает. Все равно, если так посмотреть, смотрите. Видите? Ветер задует, это все пойдет на меня. Если будет сухо, я плащ просто в рюкзак закину и дальше. Так, мне надо 2 палки взять. Хочу рогатину сделать для стрельбы. Что-то меня укачивает, когда прицеливаюсь. Надо рогатину такую сделать. Быструю. На скорую руку сделал рогатину. Вот такую. Вот. Двунога. И вместо палки идешь так. Можно упираться. Удобно. Нижний конец тоже надо привязать. Такой веревкой. Но это так. На скорую руку сделал из подручных материалов. Для стрельбы на дальние расстояния. На рябчика, в принципе, до 50 метров терпимо. А когда уже от 50 до 100 метров уже немножко разброс пули, ну, становится больше, если честно. Шатает, как ни крути. Когда ты волнуешься на адреналине, сердцебиение так, и вот так вот. Чуть-чуть, но даже в оптический прицел можно увидеть, как мушка гуляет. А сами понимаете, при выстреле доли миллиметров и у вас досадный промах. Так что попробуем. Может пригодится, может нет. Пускай будет. Он не тяжелый, легкий. Еле слышно, как лает. Еле слышно. Не знаю, даже камера, наверное, не передаст. Слышите? И совсем не по пути, ребят. Туда не пойду. Как бы там ни было. Там, наверное, белку, может, лает. Из этого там лишние 1,5 километра идти. Догонит. Что-то с остановками лает. Не, догонит. Не пойду туда далеко. Здесь, ребят, видно, как рябчика съели. И по пометам, я думаю, тут куница. Куница тут живет. Только кишки немножко осталось и все. Вон она. От меня, ребят, глухарь взлетел. Он оттуда где-то. Я не видел его. Я только услышал грохот его, как он поднялся и влево куда-то улетел. Один был. Собаки пока нету. И вроде лаять перестал. Надеюсь, догонит. Глухарь по пути нам пошел. Улетел. Как он меня видел или что? Вроде тихо иду. Или хитрый перебор, зашуганный какой-то. Где-то вон там, в той стороне сидел. Не знаю, на земле, с земли взлетел. Короче, идем дальше. Глухарильные места тут. Блин, жду собаку, никак не приходит. Неужели опять в другую сторону ушел? И глухарь на этом направлении куда-то улетел. Еще чуть дальше пойду, там уже вырубка начинается. Ну, тулан, блин. Лает кого не надо, блин. Он, ребят, бездельник пришел. Но с ним веселее будет. Я уже на подходе к вырубке. Молодец.
облаял. Два раза только авкнул и все. Возможно, бурая птица какая. Не очень любит лай собаки. А так больше никого не увидел тут. Смотрю на верхушки деревьев. Пойду на лай собаки. Собака лает. Недалеко по пути. Там сосновый лес. Сейчас схожу к нему. На елку лает. Вижу. Попал. Есть контакт. Так, тулан в деле. Отлично. Тула! Тула! Поделись. Поделись с охотником Олегом. Ух! Отличная работа от Тулана. Молодец. На сосне, оказывается, сидел. Все, молодец. Фу. Фу, Тулан. Все, фу. Молодец. Отработал. Ну, отлично. Фу. Фу. Нельзя. Ну все, Тулан. Ух, хороший трофей. Ну все. Испортишь вид. Надо показать. Показать чем. Вот это да, ребят. Глухарь мощный. Настоящий. Настоящий трофей. Вот это да. Ну вот, ребят. Ему нравится щипать. Это настоящий глухарь, ребят. Это не годовалый, а старый глухарь. Все, успокойте. Все, Тулан. Все, турмаз. Готов, все, этот делай. Все, ставная палка. Нельзя. Если я, как сказать, дам волю, он просто всю птицу выщипает, ощипает. Вот это да, ребят, классно, классный глухарь. Все, успокойте. Первый глухарь в этом сезоне с Туланом. Отработал, как видите, нашел, облаял. Ну и у меня вот хорошо, что я палку вот это
Не поленился, сделал. С упора как-то, знаете, намного лучше стрелять. Это да. Молодец, Тулан. Да и еще покажу. Ну, видят ли, успеет ли. Вон он, ребят. Тулан. Нельзя. Облизывай сколько угодно, но портишь птицу. Тулан. Тулан, дугды. Вот так вот. Все. Хватит. Нельзя. С добычей нас, ребят. Да, адреналин, конечно, зашкаливает. Когда я шел, я как увидел елки, думал, все, опять Тулан этот лает этого, как сказать, рябчика. Ой, не рябчика, а белку. Но, ребят, еще шаг сделал. И я увидел, знаете, вот зоб этот и полгрудины. Самое главное, голова у него за ветками была, он меня не видел. А вот такое окошечко именно для прицеливания. Немножко ветки мешали. Я вот зоб видел, чуть-чуть правее и ниже взял. И вот экспансивным элеем я стрелял. Звук приятный, хороший. Вот так. Вот вам и Тулан, бездельник. Это собака универсал. Он просто работает на все. От малого до велика. Иногда бывает, немножко тоже характер показывает. Ну, я с этой собакой доволен. Бывает не собака виновата, а сам охотник. И не надо винить и в неудачах собаку или кого-то еще, а надо начать с себя. Вот. Молодец, Тулан. Вот это понимаю охота сегодня. Не знаю, как дальше пойдет дело, но я, в общем, доволен. Это матерый старый глухарь. А матерый, это, знаете, вот кончики черные. У молодых кончики хвоста белые. А у этого черный. Все, успокойте, Тулан. Все. Ладно, ребят, сейчас дальше пойдем. Дорога у нас еще длинная. Очень много еще в планах сходить. Ну и груз сейчас уже тяжелее будет рюкзак. Ну приятно, чем пустой. Намного лучше. Плащ я раздел. В общем, мне жарко стало. Все, Тулан. Как хорошо он упал. Как хорошо, когда стреляешь и попадаешь. Да, Тулан? Молодец. Иди работай. Дальше ищи. Видать, ведь на этом дереве он сидел. Мне от ветка очень сильно мешали. Туловище полностью я и не видел. Но этот палка, конечно, сейчас помог мне очень даже. Капец. Перезарядить надо. Дошел до фотоловушки. Короче, ни одного кадра нету. Меняю место. Даже не знаю, куда ставить. Фиг знает. Здесь, в этом месте вообще дичи нету в этом году. Какой-то... В общем, отнесу на другое место, там посмотрим. Нашего глухаря оставляем вот так. Сейчас повесил под елкой. Чем таскать с собой? Я возьму только пустой рюкзак и дальше идем охотиться. Большой-большой круг еще я буду делать вокруг болота. И на обратном пути все равно здесь я пройду. Так что пускай тут висит. Вот. Сейчас немножко, наверное, вон там на бревне чай попью и дальше в путь.
как смог, установил камеру. Чаепитие. Многим, наверное, так и хочется написать: отдай, Олег, Тулану лапу там от глухарей или еще от добытой дичи. Лапу, еще остальное, все это ему достанется, ему и никому больше. Так что волноваться не надо. На ту сторону давай, отходи потом. Все, монтать сейчас. Ты свой паёк получил. Все остальное дома будешь есть, пить. Наглеть не надо. Ему кусок и мне кусок. Работаем одинаково, ребят. И лелеять собаку, я думаю, не стоит. Не стоит. Все хорошо он получает дома. А здесь тайга. Охота, тайга. Все нормировано. Я взял 5 буханок хлеба, и это нам должно хватить. Минимум 10 дней. А эта собака умная. Сказали, он все понял и уже лежит. Не смотрит там в глаза жалобным мордой и просит: дай еще, дай. Я не наелся, но я не напился. Дай мне лапу у глухаря, дай мне кишки у глухаря. Все, ему это будет. Ему дай, не дай, он все равно будет работать. Он приучен к этому, у него есть инстинкт поиска. Если нету птицы, он не будет искать, просто он не найдет. Жалобные комментарии про Тулана я просто буду игнорировать. Как он не наедается, как я ему еще что-то не дал, еще. Это ваше дело. Я просто буду игнорировать ваши комментарии. Потому что меня как воспитывали, как воспитывать собаку, и постоянно, как сказать, я так воспитываю, такие у меня собаки есть. А если нету у собаки инстинкта поиска, там, но он если тупая собака, он никогда не будет искать ничего. Хоть ты лапу давай, хоть 10 лап, бесполезно. Он будет под ногами ходить, сзади тебя будет ходить, но не будет искать. Это не поможет, поверьте. Как меня учили в комментариях, когда Тулан еще не переплывал речку. Надо, говорит, с лодки выкидывать собаку. Выкидывайте, пожалуйста. Я ждал. Сам переплывет. Переплыл. Всему свое время.
с ним мне хочется еще встретиться с медведем. Вот именно воочию увидеть, какая реакция будет у него на медведя. А все остальное уже знакомо. Хорошо, пока дождя нету. Отдыхаем. В принципе, немало уже прошли. Еще вот это пройду. Вокруг болота. Потом по трассе. Вдоль вырубки. И обратно сюда придем. Установил фотоложку на интересном месте, между прочим. Не стал уже снимать. И там живет кополуха, видать. Следы были. Но больше пока никого. Вся надежда еще на этот угол. Если не будет, буду уже на избу идти. Где-то слышно гусь. Гусь. Один. Да? Где-то вон там. Не вижу его. Да, стороной пролетел. Смотрите, сколько черники тут было. Но они уже все испортились уже. И перезрелые, и водянистые, они перелопнутые уже все. И брусника есть. Все есть. Ребят, часто встречаются вот такие норы. Вот. Кто здесь может быть тут? Диаметром 10 сантиметров. Такие отверстия. Если кто знает, напишите. Это обязательно. Ну, хорек, может. Как что вот в прошлом году тулан кого зарезал. Перешел вырубку здесь. Очень много встречается вот таких. Но самих зверьков я ни разу еще не видел. Только вот эти норы кругом. И свежих следов на этих норах никогда я тоже не вижу. Что-то чувствует. Факт, что тут дичи нету. Я уже мимо болота иду. Запыхался, надо быстро иду, блин, жарко стало. Крутиться там и на елке, наверное, белка сидит. Факт, что взлета пока я не слышал. Мне надо идти вон туда, через это болото, по просеке. На квартальной просеке я стою. А я еще пойду до туда, а там вырубка будет. Вдоль этой вырубки, до следующей вырубки пойду. Такой кружок еще 1,5-2 километра лишних сделаю. Ну, смотрите, здесь хороший лес, хорошая тайга. Я надежды пока не теряю. Идем дальше. Собака неуверенно лает. По 2 раза так лайкнул. Пару раз. А здесь где-то недалеко. И перестал совсем. Или кого-то чувствует, неуверенно так в пустоту лает. Похоже на то. Запах чей-то остался. Все перестал. Ну и к лучшему, может. Это место я назвал Медвежий угол. Я не знаю, сколько лет. Давно уже это было. Вон там в углу
Мы с Айдой первый раз встречались с медведем. С ленивым медведем. Но до такой степени он большой был. Сидел на заднице и на нас смотрел. Уф, это что-то с чем-то. Очень большой был. Потом он встал на задние лапы и на нас смотрит так. Передние лапы висят. Ну там видео есть у меня. Если интересно, там пишите, я вам ссылку в комментариях оставлю. На цифровой фотоаппарат еще снимал. Давно это было. Еще тему блогера я даже не представлял, что в дальнейшем я буду для вас фильмы снимать. Сериалы большие. Косачей тут встречаем, бывает, и глухари иногда бывает встречаем. Ну, пока ни одного взлета. Между прочим, который день по тайге хожу, ни одного зайца еще не встречал. Из-под ног бывает, они выскакивают и бегут. Или от собаки тоже. Короче, ребят, я выключаюсь, болтаю, бля, шум. Шум гам от меня. Когда ветки под ногами ломаются, зверь или птица как-то на это меньше обращает внимание, чем голос у человека. Когда вот ты разговариваешь, вот тогда он уже наверняка убежит или улетит. Слюни потекли у меня. Брусника очень вкусная здесь. Ну, подсада очень много. Новая тайга скоро здесь будет. Ох, блин, глухарь улетел. Перелетел. Сел. Вижу, сел. Трещит. От лая собака улетает почему-то. Ну вон, на сосне сидит. Ладно, ребят, пойду я. Надежды минимум. О, видите, взлетел. Опять сел. На самую верхушку. Не терпит собаку. Тулан молодец, лает. Хорошо лает. Азартно лает. На самой верхушке сидит. Не знаю, хотя бы до 100 метров подойти. Да, пока сидит.